С вами радио Крым Реалии. В студии для вас по-прежнему работает Андрей Гивко. Я сразу же напоминаю нашим слушателям, что мы есть на Facebook и YouTube, где можно смотреть наши прямые трансляции. Кроме того, в прямой эфир вы можете позвонить по телефону, если вас заинтересовала эта тема. Номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926, этот номер бесплатный. Номер для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Будем говорить о защите и сохранении крымско-татарского языка, и мы будем говорить об этом на примере живого человека. Мавия Руджиевна, она живет в Новоалексеевке, она учительница местной школы номер 1. Новоалексеевка сейчас место компактного проживания крымских татар в Херсонской области. Мавия работает учителем в местной школе, она уже больше 30 лет борется за крымско-татарский язык, и она хочет, чтобы на нем общались, потому что убеждена, что, цитируя ее, «нет языка, нет нации». И вот мы хотим поговорить о том, актуальна ли ее борьба за крымско-татарский язык, как на ней отразились притеснения крымского татарского языка, что вдохновляет ее бороться. И пока мои коллеги будут связываться с ней, мы поговорим о том, что, в принципе, это уже не первое заявление о сохранении крымско-татарского языка на территории материковой Украины, безвременно оккупированного Крыма даже. В сентябре мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Кабинет министров в приоритетном порядке разработать законопроект о правах национальных меньшинств и коренных народов. Я процитирую. 16 июля вступил в силу закон, который усиливает роль украинского языка как государственного. 16 июля 2019 года, я уточню. Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем Кабинет министров в приоритетном порядке разработать с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнар на пресс-конференции в Киеве, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине с периода с мая по август 2019 года. Это вот была цитата того, насколько сейчас даже в ООН обеспокоены сохранением языков коренных народов в Украине. И, в принципе, о разработке этого закона говорили ранее в эфире радио Крым Реалии. Стоит напомнить о том, что бывший член группы в составе Конституционной комиссии вот по статусу Автономной Республики Крым и Конституции Украины Арсен Жумадилов рассказывал, на какой стадии вообще находится разработка законопроекта о коренных народах и других сопутствующих документов, как она в принципе, должна соединяться с изменениями в Конституции, о которых тоже много говорят, о создании крымско-татарской национальной автономии на территории Крыма. Речь идет о создании после деоккупации полуострова, но сейчас говорят о том, что должно быть заранее, в принципе, принято такое вот решение. И для того, чтобы поговорить о том, как сейчас в Крыму происходит, обстоит дело с изучением крымско-татарского языка, о том, насколько российские власти полуострова готовы предоставлять крымско-татарскому языку статус, изучать его в школах, и о том, какие у языка сейчас перспективы в будущем в Крыму для детей, которые заканчивают средние школы. Мы будем говорить с Эмине Авамилевой, крымско-татарским общественным деятелем. Эмине, добрый вечер. Да, добрый вечер, студия. Эмине, скажите, пожалуйста, Эмине Ханом, насколько вот сейчас масштабно в Крыму изучается крымско-татарский язык, если взять всю территорию полуострова, сколько сейчас школ, классов, сколько детей имеют доступ к изучению крымско-татарского языка? Значит, согласно вот открытым источникам, а это именно сайт профильного Министерства образования Республики Крым, в настоящее время порядка 31 тысячи учащихся изучают крымско-татарский язык в качестве предмета, либо углубленно, либо факультативно, либо в других формах, неурочной форме деятельности. Это то, что касается изучения крымско-татарского языка. А вот на крымско-татарском языке обучаются порядка 6,5 тысяч детей, что составляет где-то примерно 3,1% от общего количества детей, которые обучаются в школах Крыма.
Ну, общее количество порядка 200, ну, свыше 200 тысяч, 206 тысяч 400. Это вот согласно информации, которая имеется на сайте Министерства образования. В общем, в целом, на крымско-татарском языке, с крымско-татарским языком обучения насчитывается 15 общеобразовательных школ, в которых насчитывается 237 классов, в которых дети получают образование на крымско-татарском языке количественно почти 5000. А вот уже на базе образовательных учебных заведений с русским языком обучения открыты классы с крымско-татарским языком обучения. Это вот 22 школы в общем целом. Там насчитывается 117 классов, и в них обучается 1702 учащихся. То есть общее количество детей, которые получают образование на крымско-татарском языке, если все это сложить, вот 15 школ и плюс вот 22 школы, где 117 классов, получается 6400 детей. Это вот ситуация, статистика в цифрах, в общем. Эмина Ханум, скажите, еще такой к вам вопрос. В Крыму довольно регулярно, даже по сообщениям местных СМИ, местных чиновников, есть дефицит не только во врачах, но и в педагогах. Хватает ли сейчас педагогов, которые обучают именно крымско-татарскому языку? Вы знаете, если отслеживать, опять-таки, статистику высших образовательных учреждений, которые готовят специалистов в области крымско-татарского языка и литературы, дефицита как такового быть не должно. Поскольку учителей крымско-татарского языка и литературы у нас готовит Крымский инженерно-педагогический университет, и также при бывшем ТНУ в КФУ есть факультет отделения, на котором также готовят специалистов в области крымско-татарского языка и литературы. Но, к большому сожалению, следует отметить, что выпускники этих факультетов не всегда продолжают свою профессиональную деятельность именно по данной специальности. Мы будем говорить так, не всегда и не во всем востребованы учителя крымско-татарского языка и литературы. Почему? Потому что, к большому сожалению, уже отмечается тенденция снижения количества учеников, которые изучали бы крымско-татарский язык как предмет. Увеличивается больше внеурочная форма изучения языка, это кружковая, факультативная. А вот чтобы изучать язык именно как предмет или углубленно, вот эта тенденция уже, к сожалению, мы отмечаем на снижение. Именно... Да-да-да, я вас слушаю, говорите. Нет, пожалуйста, именно, да, возник вопрос как раз вот к тому, что вы сказали. В принципе, после 2014 года в официальных документах российских властей крымско-татарский язык является одним из официальных языков Крыма. Вот если заканчивает школьник школу на крымско-татарском языке, потом заканчивает, условно говоря, специальность в университете на крымско-татарском языке, есть ли реальные перспективы в работе на полуострове, где язык сейчас может пригодиться? Вы знаете, нет. Мы изначально отмечали, проводили эти круглые столы и дискуссии с участием общественности, направлялись резолюции многочисленных конференций и круглых столов по поводу создания именно правового механизма, который четко, конкретно регламентировал бы механизм функционирования крымско-татарского и украинского языка как одних из государственных языков на территории Крыма. К большому сожалению, этого механизма нет. И поэтому сегодня крымско-татарский язык как официальный, как государственный, это просто лишь, будем говорить так, фасад. Фасад – это демонстрация того, что вот этого раньше не было, хотя мы сами знаем историю крымско-татарского языка, историю вот его как бы официального, государственного статуса. И я бы сказала, это имитация того, что крымско-татарский язык – это как государственный. Вот в средствах массовой информации можно увидеть многочисленные ролики, я имею в виду в крымских, о статусе языка, но в реальной жизни крымско-татарский язык остался на том же уровне. Это язык на уровне бытового общения внутри семей. В общественной жизни Крыма вот такое широкое использование языка во всех сферах общественной и политической жизни, в официальной жизни Крыма вы не увидите.
И поэтому вот эти многочисленные, ну, вернее, сейчас уже тенденция, опять-таки, статистика указывает на то, что интерес к получению, приобретению профессии по специальности крымско-татарский язык и литература, к сожалению, снижается. Вот в Крымском инженерно-педагогическом университете в 2019 году, в период приемной кампании, вынуждены были трижды объявлять о дополнительном приеме документов на факультет, который готовит специалистов по крымско-татарскому языку и литературе. И поэтому количество выпускников с каждым годом уменьшается, специалистов, имеющих высшее образование. И поэтому сказать, что вот крымско-татарский язык как государственный, и вот возникает потребность, необходимость в специалистах, которые владеют языком на достаточном уровне, как специалисты, этого отметить, к сожалению, нельзя. Да, действительно, я могу только сказать о том, что в судопроизводстве, как по гражданским, так и по уголовным делам, да, сейчас интерес к специалистам, к переводчикам для лиц, которые являются участниками судебного процесса, зачастую приглашают специалистов-переводчиков с крымско-татарского языка. Но, опять-таки, это достаточно низкий процент, и это незначительно. Но это не означает, что крымско-татарский язык вот в судебных заседаниях функционирует как государственный. Там идет статус родного языка. Поэтому конкретное использование, функционирование крымско-татарского языка или украинского, как они обозначены в Конституции Республики Крым, и как об этом, будем говорить так, декламируют очень многочисленные политические деятели здесь, в Крыму, это не, будем говорить так, в реальности это совершенно противоположная картина. Именно очень много говорится о том, что вот литература, право, язык учится на уровне филологии. А есть ли изучение помимо гуманитарных наук, развивается ли хотя бы вот в формате учителей подготовки, готовятся ли учебники по точным наукам, физика, химия, математика, например? Если, опять-таки, обратиться на сайт, официальный сайт профильного министерства, там о дефиците учебной и учебно-методической литературы, которая издавалась бы для общеобразовательных учреждений с крымско-татарским языком обучения, либо, ну, будем говорить так, профильных предметов, дефицита нет, проблемы нет. Но вместе с тем есть школы, в которых можно увидеть отсутствие наличия тех или иных учебников. Как бы эта проблема есть. Но она, будем говорить, в общем целом учебники издаются. Учебники издаются, в том числе и учебники по профильным предметам. Здесь я не могла бы сказать, что есть какой-то большой дефицит или проблема. Ну, с определенными, будем говорить, ну, не своевременно они направляются в образовательные учреждения. Еще хотелось бы узнать, вот в классах, которые изучают крымско-татарский язык или учатся, в принципе, на крымско-татарском, есть ли ученики, вот помимо коренного народа Крыма, помимо крымских татар, заинтересованы ли в обучении другие этнические группы Крыма? Вот такой интерес мы отмечали где-то в 2014-2015 году. Вот мы, я имею в виду, это вот общественники, которые выезжали, собирали, мониторили сами ситуацию, независимо от той информации, которая исходила от официальных органов. Мы сами выезжали в школы и выявляли, да, действительно, даже вот в городе Севастополе достаточно большое количество учеников, которые не являлись этническими крымскими татарами, проявляли интерес к изучению крымско-татарского языка. Но опять-таки форма изучения, она была внеурочная, либо как в форме факультатива, либо в кружковой как бы деятельности. А вот как раз-таки, опять-таки, если вернуться к статусу языка крымско-татарского как государственного, то вот как раз-таки вот в 2014-2015 году общественность обращала внимание на то, что в законе об образовании, это крымский закон, языка Республики Крым, закон Республики Крым, статус языка крымско-татарского в образовательном процессе не обозначался как обязательный. И поэтому речь шла о том, что коли крымско-татарский язык является государственным, значит необходимо его изучать в обязательном порядке всеми обучающимися.
На это мы обращали внимание. Но вместе с тем, опять-таки, интерес к изучению крымско-татарского языка со стороны не только крымских татар, он был и есть, и в настоящее время тоже. Кстати говоря, и вот сотрудники, работники и правоохранительных органов, и государственных учреждений, они посещали, будем говорить так, в свое послерабочее время курсы по изучению крымско-татарского языка. Вот мы общались с несколькими центрами по подготовке и изучению языка. Они также отмечали, что очень большое количество некрымских татар, эти люди не являются носителями языка, но у них есть интерес к изучению языка. Это был 14-15 год. Но потом так сложилось, да, был внесен даже законопроект о функционировании вот этих государственных языков и языков народов Республики Крым. Но этот законопроект в настоящее время так и находится где-то в архивах Государственного совета. То есть к этому вопросу Госсовет не возвращается. И, как я уже сказала ранее, нет механизма функционирования крымско-татарского языка. Но вместе с тем интерес к языку не только крымских татар, он имеет место. Но вообще, я так думаю, что вот та статистика, которую я озвучила, сама ситуация, конечно, она была бы более решаема, проще и легче, если бы крымские татары осознанно осознавали и понимали, что, являясь коренным народом Крыма и являясь, будем говорить так, носителями языка, они бы осознанно направляли бы заявления в образовательные учреждения, имеется в виду и дошкольные учреждения, это детские сады, и школы, о том, чтобы воспитание велось на родном языке, заявление о том, чтобы ребенок обучался на родном языке, или же в крайнем случае, если там в классе недостаточное количество учеников, там 1-2 ребенка, хотя бы они могли изучать крымско-татарский язык в качестве предмета, от этого зависит количество часов, и изучение еще и литературы крымско-татарской. Я думаю, что ситуация, она была бы намного позитивнее, эффективнее. И, естественно, само функционирование языка не только на уровне вот образовательных учреждений, а и во всех сферах общественной жизни. И это чтобы было не только там троязычных вывесках на здании администрации каких-либо или учреждений государственных, а увеличилось бы количество средств массовой информации, в том числе и печатных. Если бы шло бы транслирование в большем количестве на телевидении, на радио, я думаю, что ситуация, конечно, была бы намного оптимистичнее. Эмине Ханум, спасибо вам за ваше мнение и за вашу информацию. Это была Эмине Авамилева, крымско-татарский общественный деятель. Мы говорили о ситуации с крымско-татарским языком на территории аннексированного Крыма. Ну а теперь поговорим о том, как же крымско-татарский язык сохраняют на материковой Украине. И вот перед эфиром мы связались с заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой и спросили, как сейчас государство Украина развивает крымско-татарский язик. В першу чергу дуже важливо сказати, що представництво президента розуміє роль кримськотатарського народу і всіляко підтримує абсолютно всі ініціативи, які йдуть від представницького органу кримськотатарського народу Меджлісу кримських татар. І ми зі свого боку намагаємось сприяти вирішенню тих питань, які, на превеликий жаль, на певному етапі не були реалізовані. Зараз на даний момент в кількох українських вузах, Таврійський національний університет, Київський національний університет імені Шевченка, там йде вивчення кримськотатарської мови та літератури. Випускниками цих вузів стають філологи кримськотатарської мови. Але для нас дуже важливо, що окрім вивчення мови, був розвиток мови, тому ми найближчим часом плануємо стимулювати відкриття наукового центру, який би займався питаннями вивчення та розвитку кримськотатарської мови. На якій базі це буде зроблено, ми ще обговорюємо, але дуже важливо, щоб ми на державному рівні підтримали вивчення і розвиток одної з мов корінних народів України. Окрім того, звісно, що після того, як будуть прийняті законодавчі акти, які регулюють права корінних народів в Україні, загалом буде визначений статус корінних народів і, зокрема, статусу кримськотатарського народу,
питання вивчення і розвитку мови, звичайно, що воно вийде на трошечки інший рівень, тому що в цих проектах, законах, законодавчих актах написано про те, що ми маємо сприяти максимально розвитку кримськотатарської мови. Многие эксперты в Украине говорят о том, что для того, чтобы развить крымско-татарский язык в Украине, повысить его статус и, в принципе, то есть поговорить о статусе коренного народа, нужно внести как изменения в Конституцию Украины, так и разработать закон о правах коренных народов. И вот когда на радио Крым Реалии был эфир, говорили о, собственно говоря, поправках и в Конституции, и законе о коренных народах, один из членов Конституционной комиссии по статусу АРК Арсен Жумадилов рассказал Крым Реалии о задачах рабочей группы, я сейчас процитирую. У рабочей группы было 3 задачи. Первая – это наработка проекта изменений в раздел 10 Конституции относительно крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вторая – разработка законопроекта о коренных народах Украины. И третья – разработка законопроекта о статусе крымско-татарского народа. По состоянию на лето 2018 года все эти документы были завершены рабочими подгруппами, замечаний мы не получили, и сейчас они готовы для дальнейшей работы. В целом, в финальной стадии готовности, то есть уровень экспертного обсуждения уже пройден, и можно выходить на политический уровень и общественное обсуждение. Широкий круг заинтересованных лиц уже может рассуждать относительно целесообразности и своевременности этих законов, но уже не должно быть сомнений относительно выписанных там норм и так далее. Это конец цитаты. Напомню, что я цитировал Арсена Жумадилова, который выступал на радио Крым Реалии и рассказывал о поправках в Конституцию. Теперь, что касается законопроекта о коренных народах и вот национальных меньшинств в Украине, Арсен Жумадилов подчеркивает, что очень важно обозначить права коренных народов, чтобы все понимали, что речь не идет о национальных меньшинствах, что эти два понятия важно разделить. Это важно, чтобы не складывалось впечатление, будто по аналогии с этим законопроектом надо прорабатывать аналогичные документы, например, по венгерскому населению в Закарпатье, румынам на Буковине и так далее. Со своей стороны, Арсен Жумадилов говорит, что они должны убедиться, что права человека, которые выписываются, не задевают интересов русского национального меньшинства в Крыму, поскольку этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Очевидно, это произойдет во время или в преддверии деоккупации Крыма. Это цитата Арсена Жумадилова. Если сейчас не хватит политической воли для изменения Конституции, можно считать принятые отдельные законопроекты, а потом уже заниматься вопросом русскоязычного населения аннексированного Крыма. На данный момент аннексированного Крыма. Позиция власти на этом, скажем так, не заканчивается. Есть еще профильный секретариат, есть профильный комитет Верховной Рады Украины. И вот для того, чтобы выяснить, как Верховная Рада Украины реагирует на этот закон, мы пообщались с Рустемом Умеровым. Он секретарь комитета по вопросам прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. И вот Рустем Умеров сказал нам о том, что они очень хотят, чтобы лично Владимир Зеленский, как президент Украины, внес вышеуказанные законопроекты на рассмотрение украинского парламента, и в этом ему должны поспособствовать как лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев, так и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Но, собственно, о перспективах крымско-татарского языка на материковой Украине мы сейчас поговорим с Эскендером Бариевым, главой Крымско-татарского ресурсного центра и членом Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, какие сейчас на материковой Украине есть программы для развития крымско-татарского языка? Честно говоря, я не могу сказать, что есть целенаправленные какие-то программы. Единственное, я могу подтвердить, что в рамках закона об образовании, когда вносились изменения, то было учтено, что образование коренных, был учтен фактор коренных народов, то есть получение образования на родном языке. Что касается самих процессов, то если возьмем довоенный период, то в Крыму однозначно работали специфические организации, такие как Маарифчи и ряд других. Это организация образования на крымско-татарском языке. Пытались открывать школы с изучением крымско-татарского языка и выпускались учебники.
А сейчас, на самом деле, в Геническом районе в нескольких уже, получается, второй год открываются крымско-татарские классы, но я думаю, что в перспективе мы будем иметь серьезные проблемы, мы уже имеем серьезные проблемы с тем, что отсутствуют учебники, и поэтому целенаправленно нужно заниматься выпуском учебников для школ с углубленным изучением крымско-татарского языка, для того, чтобы дети, которые идут сегодня в первый, во второй класс для обучения на родном языке, могли пользоваться непосредственно учебниками. Поэтому к этому вопросу мы должны возвращаться, мы должны возвратиться к теме выпуска или финансирования из госбюджета Украины согласно программе возвращения обустройства крымских татар издания учебников. Кроме того, еще до военного периода остается открытый вопрос, когда не для всех, скажем, классов были разработаны учебники на крымско-татарском языке. Поэтому к этой теме мы опять же должны возвращаться. И здесь, конечно же, мы должны говорить о лабораториях или о институтах исследовательских именно в контексте крымско-татарского языка. И мы со своей стороны, в частности, Крымско-татарский ресурсный центр и Таврический национальный университет имени Вернадского, мы инициировали крымско-татарские студии в рамках Таврического национального университета. И здесь, конечно, нам нужно думать над тем, чтобы было адекватное финансирование, чтобы данные крымско-татарские студии способствовали развитию именно самого языка. К примеру, я еще другой хочу привести пример. Совсем недавно, в 2019 году, в год языка коренных народов, мы перевели Всеобщую декларацию прав человека на крымско-татарский язык и зарегистрировали на официальных сайтах ООН. Причем это делалось при поддержке доноров, не украинского государства. И в рамках вот этой работы мы столкнулись с тем, что правовой крымско-татарский язык или юридический, он требует развития, как и развития в других сферах. Поэтому мы должны над этим системно работать. Кроме того, речь идет о том, конечно, что как обучать преподавателей крымско-татарского языка, то есть непосредственно факультеты крымско-татарского языка и литературы, как в Таврическом национальном университете, так и в Киевском национальном университете. Только здесь мы должны, опять же, работать над тем, чтобы крымские татары, которые проживают как на материковой части Украины, так и непосредственно на оккупированной части, на территории временно оккупированного Крыма, могли бы или были бы заинтересованы приезжать и получать образование на крымско-татарском языке, чтобы быть квалифицированными специалистами. Искандер, задам вам тот же вопрос, который задавал именно Вамилевой. Скажите, есть ли в крымско-татарских классах на материковой Украине, есть ли спрос на изучение крымско-татарского языка среди некрымских татар, которые проживают на материке? Все зависит, опять же, от, скажем, популярности крымско-татарского языка, популярности крымской темы, популярности самого крымско-татарского народа. На самом деле, на протяжении вот этих 5 лет, когда я непосредственно сам уже оказался, скажем, внутренне перемещенным лицом и проживаю в Киеве, мы увидели следующие тенденции. Первое. То, что инициирует сама крымско-татарская громада, это все-таки открытие крымско-татарских классов, и возможность только появилась непосредственно в Геническом районе, где компактно проживают до 10 тысяч человек. Далее. Другая востребованность есть. Это у крымских татар, которые живут в Киеве, во Львове и так далее, и создаются такие воскресные школы. Вот там как раз-таки не хватает преподавателей и не хватает учебников. И вот к этим воскресным школам, насколько я наблюдаю и знаю, в том числе проявляют интерес и не крымские татары, это украинцы, это могут быть представители других национальностей, для изучения крымско-татарского языка, для того, чтобы потом проявлять, только таким образом проявляя солидарность с крымско-татарским народом, таким образом
интересуясь больше крымско-татарской культурой. И поэтому в перспективе оно бы и могло быть, поэтому я в свое время в 2015 году инициировал и считал, что очень важно, чтобы мы как минимум в ближайшее время переиздали такой вот хороший труд крымско-татарской классической литературы, как антология крымско-татарской прозы и антология крымско-татарской поэзии, которая переведена, которая существует как на крымско-татарском языке, так и с переводом на украинский, для того, чтобы можно было понимать и саму литературу классическую, и с другой стороны можно было бы сравнивать и изучать крымско-татарский язык. Кроме того, к нам еще обращались и сами украинцы, которые предлагали создать программу, электронное приложение «Крымцы Украина», где можно было бы с помощью этого приложения осуществлять такой вот разговорник-переводчик с украинского на крымско-татарский, для того, чтобы диаспоры, как крымско-татарские, так и украинские, могли взаимодействовать. Эскиндер, я думаю, что я вынужден задать вам вопрос, который будет интересовать очень многих, и тех, кто учится на материковой части Украины, и, возможно, тех, кто планирует приехать из аннексированного Крыма, поступать на материк. Где можно устроиться на материковой Украине со знанием крымско-татарского языка? Вот что даст это высшее образование? В каких сферах можно получить перспективу? Смотрите, дело в том, что, в первую очередь, зная крымско-татарский язык или получив образование на крымско-татарском языке, то как минимум можно этим выпускникам можно претендовать на то, что они очень легко смогут сориентироваться с компаниями, с фирмами, или которые связаны с Турецкой республикой, с Азербайджаном, там, с любой другой тюркской республикой, потому что крымско-татарский язык, он даже среди тюркских языков достаточно универсален. Это первое. А второе, я пока четко не могу говорить о цифрах, но сегодня уже на территории материковой части Украины проживает около 20 тысяч внутренне перемещенных лиц, плюс еще порядка 15 тысяч крымских татар, которые жили с довоенного времени. То есть мы уже видим порядка 35 тысяч человек. То есть здесь все равно будет востребованность в преподавателях, востребованность в исследователях именно в крымско-татарском языке и литературе. И, конечно же, это коммуникация с диаспорой. Поэтому и для нас еще важен другой вопрос, что сейчас мы видим пока негативная тенденция, это все-таки развитие этнических СМИ на родном языке. И это, с одной стороны, посыл со стороны материковой части Украины к своим соотечественникам в Крыму. И то, что мы сейчас видим процессы с АТР и, соответственно, другими средствами массовой информации, связанными с Крымом, вот это есть негативным пока проявлением. Но как раз-таки АТР еще в Крыму, он четко показал, что это есть перспектива для устройства на работу людей, знающих крымско-татарский язык, и мотивация для изучения родного языка. Эскиндер, крымские татары после 2014 года как вынужденные переселенцы рассредоточились по материковой части Украины, и хочется у вас спросить, насколько это влияет на сохранение языка. Вот есть места компактного проживания, как Генический район, некоторые выехали во Львов, в Киев. Скажите, не заставляет ли это переехавших людей растворяться вот в том культурно-языковом социуме, в который они попадают? На самом деле это большая проблема для крымско-татарского народа, и мы сегодня должны уже об этом очень активно думать, потому что и так крымские татары пострадали из-за депортации, когда в большинстве своем крымские татары не совсем, скажем, свободно владеют родным языком. И именно вот те довоенные времена, которые в Крыму, они способствовали тому, что хотя бы какой-то увеличить процент знающих родной язык, особенно среди молодежи. Сегодня мы видим действительно большие угрозы идентичности крымско-татарской, и поэтому мы в рамках проекта, в том числе с Международным республиканским институтом, работая в регионах,
с внутренне перемещенными лицами, мы в том числе проводим так называемую стратегию, видение, как сохранить идентичность, с одной стороны, крымскую идентичность, я имею в виду идентичность крымчанина, и с другой стороны, крымско-татарскую идентичность, находясь в том или ином регионе. И поэтому здесь это достаточно серьезная проблема, над которой нам нужно активно работать. Кроме того, здесь мы, опять же, разрабатываем различные идеи, чтобы до среднестатистического украинца мы могли довести информацию не только о крымско-татарском языке, как одном из уникальных языков мира, но и о крымско-татарской истории, потому что все равно для того, чтобы больше узнать крымско-татарской истории, необходимо все-таки и знать язык, и работать с источниками, в том числе и турецкими. Эскиндер, хочется поговорить о такой теме. Есть ли действительно у крымско-татарского и украинского языка нечто общее, поскольку в свое время украинский язык подвергался гонениям, был Валуевский циркуляр, был Эмский указ, и во многом считается, что украинский язык смог сохраниться благодаря достаточно широкой украинской диаспоре, которая проживает по всей территории планеты. Насколько велика крымско-татарская диаспора, если не учитывать Крымский полуостров и материковую Украину? И помогает ли она как-то, скажем, объяснить Украине, что у языков есть нечто общее, у языков есть общие проблемы, и что язык по аналогии с украинским нужно спасать? Однозначно, здесь вы затронули очень хорошую тему. Украинцы только тогда, я имею в виду украинское государство, будет тогда способствовать развитию языка коренного народа Украины, когда будет понимать или исходить из собственных проблем, с которыми сталкивались непосредственно сами украинцы. Поэтому здесь действительно у нас есть большие проблемы в этом вопросе. В частности, если мы будем говорить о крымско-татарской диаспоры, проживающей в Турецкой республике, несмотря на то, что она достаточно многочисленная, там есть эта проблема, потому что турецкий и крымско-татарский язык достаточно схожи, и как раз-таки, язык быстрее, или носители языка быстрее забывают его, потому что он стирается. Здесь достаточно интересно у нас диаспора получается в Румынии, где они практически смогли сохранить тот язык, на котором говорили их предки, а это в основном потомки буджакских татар. Что касается Польши и Литвы, то, к сожалению, там язык в большей степени утеряли, только сохранили свою, психологическую такую идентичность и религиозную. Поэтому здесь как раз-таки очень много зависит от самой Украины и от крымских татар, непосредственно проживающих в Крыму. Поэтому для нас необходимо создавать такие специальные коммуникации, потому что у нас специалистов достаточно все-таки за довоенный период сформировались крымско-татарские специалисты именно более молодого поколения, и поэтому нам необходимо сохранять эти коммуникации, чтобы мы могли развивать. То, что мы и делали, когда переводили Всеобщую декларацию прав человека на крымско-татарский язык, когда мы в экспертную группу пригласили как специалистов из Крыма, так и специалистов, уже работающих непосредственно на материковой части Украины. И, во-первых, у них была коммуникация, а во-вторых, все-таки мы учитывали, в том числе и фактор территориальный. Поэтому здесь нам, наверное, все-таки нужно думать над методикой, нужно думать над программами. Кстати, одна из инициатив достаточно хороших, на мой взгляд, это открытие сектора крымско-татарской гуманитаристики, где в том числе есть направление языка в Малой академии наук. И здесь таким образом уйдет взаимосвязь уже украинских ученых или ученых-филологов крымских татар, проживающих на территории материковой части Украины, с теми же крымско-татарскими детьми, подростками, которые пытаются заниматься исследовательской работой, в том числе и в сфере языка. Поэтому
Здесь однозначно, здесь с одной стороны мы должны выстраивать коммуникации, со второй стороны мы должны думать о четкой методике и создании лабораторий, и с третьей стороны, конечно же, мы должны учитывать исторический опыт для того, чтобы далее развивать или сохранить язык. Эскиндер, а вот в разговорах с украинскими государственными чиновниками был ли разговор о том, что у языков вот есть эти самые общие проблемы? Вы сказали, что для того, чтобы Украина поддержала крымско-татарский язык, должны понимать через, скажем так, через свои собственные проблемы. Вот есть пример Беларуси, где сейчас тоже пытаются сохранить белорусский язык после 80 лет жизни в СССР, и там ситуация дошла до того, что некоторые люди просто белорусского языка не знают. Насколько вот в Украине сейчас готовы, особенно государственный аппарат, понять, что у крымско-татарского языка сейчас тоже есть такая необходимость поддержки, как минимум, на каком-то вот культурно-художественном уровне? Ну, смотрите, дело в том, что для того, чтобы понять и проследить динамику всех этих процессов, опять же, об отношении украинского государства, то есть можно судить только по тем нормативным актам, которые принимаются украинским государством. Вот, в частности, мы увидели за последний только 2019 год изменения власти. И поэтому пришли новые люди. Если мы возьмем до выборов 2019 года, то учитывать, скажем, мы можем учесть, что в принципе отношение к крымско-татарскому языку как к языку коренного народа, оно учтено в законе об образовании или в законе о языках, да? И поэтому в принципе, мы можем здесь говорить о том, что есть позитивное понимание именно в отношении крымско-татарского языка. Что касается, и даже в тот период, насколько я знаю, были попытки, и, в принципе, мы не видели явного сопротивления в том, чтобы, допустим, одна из основных проблем сегодня у крымских татар, это в том числе перевода крымско-татарского языка из кириллицы на латиницу, потому что это более удобная форма для развития крымско-татарского языка. Но, к сожалению, этот вопрос так и остался открытым. И хотя создавались специальные комиссии при Министерстве образования и науки Украины. Что касается на данный момент, то новая власть, новые чиновники, опять же, нужно налаживать коммуникации, нужно объяснять и доказывать, что крымско-татарский язык, он, по сути дела, на грани исчезновения, и что для Украины очень важно вести государственную политику сохранения крымско-татарского языка как одного из исчезающих языков мира. И это не просто должно быть для Украины каким-то, знаете, доброй волей, а это должно быть обязанностью украинского государства, потому что крымские татары в большинстве своем считают себя и есть гражданами Украины. Спасибо вам. И считают территорию своего происхождения именно частью Украины. Спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был Эскиндер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Мы сегодня говорили о защите и сохранении крымско-татарского языка, о том, как на фоне единичного примера учительницы из Новоалексеевки, с которой мы сегодня, к сожалению, не смогли связаться, люди работают над сохранением собственного языка и культуры. Крымско-татарский народ, который вернулся в Украину, вернулся в Крым в 90-х годах, пережил депортацию 1944 года, но вот до сегодняшнего дня сохранил свой язык и культуру, и сейчас пытается добиться того, чтобы это было важно не только для самого крымско-татарского народа, но и для украинского государства в целом. Для вас эту тему провел Андрей Гивко. С вами работала Елена Римовская также в этом эфире. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио Крым Реалии.